Поскольку вы президент, да, у нас вопрос к вам. Сейчас преступность, как она находится в каком состоянии, вот он нарушается, и какие меры принимаются? Еще раз. Преступность, что с преступностью происходит? С преступностью? Сейчас нарушите? Нет у нас преступности. Все нормально, все хорошо. Вообще, по общественному порядку, вообще по стабилизации обстановки за 1,5-2 года сделана большая работа с всеми структурами власти, правоохранительными органами, и общественным, народом самим. Конечно, это дает сегодня хороший положительный результат, и мы сегодня в динамике роста позитива. На сегодняшний день у нас тяжкие, особо тяжкие и особенно посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, террористические акты. Такие явления страшные, которые были там 1,5-2 года назад, они уже минимизированы. И сегодня мы где-то снизили это на 50, 60, а то и 74%. То есть это и статистика, и реальные вещи, то, что сегодня есть. Поэтому я считаю, что мы на правильном направлении, продолжаем этим направлением работать. Какая работа с кавказцами, чтобы не безобразничали, ведется в Москве представителями Ингушетии? Ну, я бы не связался с кавказцами, и они безобразничают в Москве. Есть отдельные моменты, когда молодые какие-то ребята чем-то там проявляют свой там максимализм там, или несогласие с чем-то, или вообще там энергию выплескивать каким-то там фактами, да. Но это не безобразие, это бывает хулиганство, бывает еще чем-то. На все эти безобразия, как если говорить как безобразие, или там на все эти хулиганские действия есть законы. Это оно все, в любом случае вливается в виде каких-то таких действий или нарушения общественного порядка. Вот это есть свои законы, свои правила. Конечно, их надо спрашивать. Поэтому здесь я бы не зацикливался на том, что вот кавказцы там, или ингуши здесь безобразничают в Москве. Тем более, если брать по статистике, опять же, в этом вопросе, не такой большой процент, где именно жители республики совершают какие-либо преступления. Я бываю в регионах, вижу, насколько вообще минимизированы такие действия со стороны нашей молодежи. Но, конечно, тем не менее, мы с учетом последних реалий, которые происходили, тех беспорядков, которые происходили, проводим, потому что я воспитатель работаю среди молодежи. Мы ежемесячно заслушиваем тех ответственных, назначенных во всех вузах Москвы представителей о ходе успеваемости, о посещаемости, об учебе, о поведении наших ребят. Мы периодически комиссиями и отдельными лицами проверяем сами непосредственно, в том числе и общежитие, как проживают, как они себя ведут. Мы запрашиваем ректораты, да? Ну и, конечно, мы отслеживаем и определенные сводки, где какие-либо вещи происходят с участием кавказцев, это что местных там среди некоторых ингушей. Работа это проводится, но самое главное, что и без этой работы молодежь прекрасно понимает свою ответственность перед народом Республики Ингушетия, так как приехали сюда, или не только в Москве, а и в других регионах Российской Федерации. Прекрасно понимает, что надо показывать лучшие черты своего народа, культуру, традиции, обычаи. И это минимизирует те риски, которые есть. Но опять же мы говорим, что не исключаем, и они есть вопросы, когда молодые ребята где-то как-то вот чрезмерно что-то там где-то проявляют себя. Но это ни в коем мере не связано с тем, что они не уважают народ или население того субъекта, где они находятся. Это элементарное там, нарушение правил поведения в общественном порядке. Комсомольская правда.